Все, большую кастрюлю взяли, знаете почему? Потому что будет большая компания, едем 2 машины. Самые красоты Кыргызстана на границе с Китаем. Озеро Кельсу будет. Короче, программа насыщенная на 2 дня. Так что заранее лайк авансом, подписываемся, и мы поехали. Ну а я наконец-то увижу все эти места. Я всех вас тоже приветствую в нашем сегодняшнем приключении. В прошлом году я монтировал Кельсу. В прошлом году я там был, Игорь все это дело монтировал, Игорь все это видел на экране. Сейчас это все вживую посмотрит, увидит. В целом, если так брать, Игорь в этом году в Кыргызстане, все, что в прошлом году на экране компьютера видел, все сейчас он воплощается. И даже больше увидит, потому что эта поездка будет, потом мы приедем, все это отмонтируем, покажем вам. А после мы опять поедем на юг Кыргызстана, поедем другими путями, перевалами, там будут еще красивые озера. Ну, так что этим летом все самое интересное, все самые красивые места Кыргызстана. Special for you, как говорится, друзья мои. Ну, он мне этого не рассказывал, кстати, я первый раз сам это сейчас слышу. Ну, добрый путь. Я надо все секреты сразу. А Кадык нам споет в красивых местах, да? Взяли колонку, микрофоны. Салам алейкум. Игорь, Все, с корабля на бал называется. Извини, вчера не смог к тебе присоединиться. Я плов передал, он отдал? И сегодня позавтракали, да? Все, Очень вкусно было, спасибо. Я передал dedim. Kan beni lap kettin go. Sana verdim bak. Чуть-чуть с опозданием, как обычно. Это неизбежная история, когда много людей куда-то собираешься. Я вообще забыл паспорт, у нас погран там застава, погранпереход, а я без паспорта выехал. Милану спасибо за его терпение и, не знаю, как сказать, железные нервы. Короче, у нас получается у Мирлана встреча одноклассников. Впятером ребята собираются. Вот здорово, что они до сих пор дружат, столько лет уже со школы. Вот Самат первый к нам присоединился, и вот дальше Улан. Сейчас следующий. И еще дальше ребята Ильяс. Тетским номер найдем, да, Самат? Телег подъехал, брат Мирлана. Так, у нас еще в сборе, мы сейчас выезжаем из города. Условились встретиться второй машиной уже в другом месте, так как у нас время уже по-другому пошло. И уже в самом Нарыне, там, как обычно, мы в Глобус зайдем, наш любимый магазин, отоваримся и поедем дальше прямиком в Кельсу. Все, мы заливаемся полный бак. Партнер нефти. Тут как раз таки нету ограничения по 95-му бензину. В некоторых заправках, в Газпроме, по-моему, ограничение 30 литров на человека. Мы приехали в Тюмень, где здесь ряд кафешек, и все делают одно блюдо – каттама. Когда-то здесь в деревне одна бабушка начала это делать, и она одна единственная делает. С этой истории началась именно бренд Апамның каттамасы. Теперь вся деревня пользуется этим, и большое место выделили. Это вот история о том, что как один человек повлиял на целую деревню, на культуру деревни и сделала бренд. И через этот бренд теперь вся деревня кормится, можно так сказать. Самат одноклассник, Бахмут одноклассник, Улан одноклассник, Ильяс одноклассник, который все время на нашем канале. Кадык, зять, Игорь, Телег, мы все в сборе. Сейчас пообедаем и поедем дальше. Слоеный каттама на таких же сливках делается, и вот так. Горячая. Сами сливки очень вкусные. Сейчас с каттамой. Приехали на родник, сейчас воды наберем. Набираем в отсек чистую воду, родниковую. Теперь она можно его пить, не только техническую, можно чай кипятить.
Этот родник, я маленьким мальчиком помню, здесь папа останавливался, всегда воду набирать. Тогда вот этой стены не было, немножко по-другому было. Представляете, за сколько лет родник вообще не высыхает, идет и идет. Все, мы с Сысыкольской дороги сворачиваем в сторону Нарынской области. Следующий пункт у нас Пачкор будет, там будем рыбку кушать. Сейчас подобрали нашего 9-го участника нашей экспедиции, Мадияр Байке. Спасибо за поездку. Думаю, будет отлично, да, все? Да, мы тоже так думаем. Мы уверены. Мы не думаем, мы уверены в этом. Сначала классная тачка, машина хорошая. Приехали в кафешку Ормон-Ордо. Это находится по дороге Балыкчи-Нарын. После деревни Семизбель сразу направо, буквально 400 метров. И новое заведение, которое открылось совсем недавно, с панорамными видами, сумасшедшими в горы, в реку. И здесь мы сейчас покушаем рыбку, горную форель и поедем дальше. Кушайте свежайшую рыбку. Выбираем. 3900 вес получился. О, вот, есть смотреть, вот, видишь? Ну все, рыба, все, на столе, пошли. Только что она плавала 5 минут назад. Теперь мы его будем вкушать. Шарды өзі чоңығында, так Сару. сару, қашар монастырдың өзі тұрған айыл бар да, ошол жерден да мекені. Senden 4 жас. Мен әке деймін. Картаны беріп қойым деді. Заморозкада турбайсың ғой. Мадияр. Коллега был врачка, да? Вот телеврач. Biraz айтпай тұрмадың ба? Давай, с удовольствием. Bilemin baylıka sen alıp varın gün gözü Otu çok calınga kalpeli kıynalıp küy bögü Sen cigitan kalba al üçünde yarmın men barına Hankeni al menin Hankeni al menin Hankeni al menin süygünü
Женщина без остатка, женщина для любви, таяла, словно воск в руках моих. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Волны ласкают усталые скалы. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где? Только блики на воде. Мы приехали в город Нарын, это областной центр Нарынской области, большой город, и что примечательно, в Нарыне есть такая изюминка, как будто в Нарыне время застыло. Очень много домов Советского Союза, которые остались, еще вывески такие же есть, которые при Союзе сделаны, так что такой очень интересный, очень колоритный городок. Высокогорье находится, высота 2300 где-то. Мына глобусқа 5 минутқа тілек керек, 2 қағазға қол қойып қояйын дейді. Если вы собираетесь в Кельсу, обязательно заранее беспокойтесь вопросом пропусков. Тут пограничные территории, без пропусков вас сюда просто-напросто не пустят. Ну все, мы доехали до Кельсу. Это у нас первый юрточный кемповый городок, очень большой, тут очень большой спот, очень много туристов. Сейчас наша задача пройти дальше на второй спот и там забазироваться с нашего лагеря завтра, чтобы на озеро было меньше расстояние. Потому что там будет 3 брода, чтобы до самого озера подняться. Мы не будем совершать свои прошлогодние ошибки, когда мы в ночь туда пошли форсировать, застряли в болоте, там 1,5 часа там развлекались. Знакомые места. Я уже, Мирлан, на видео видел именно это место, мне кажется. Холодно, да. Ужинға келсек болады ғой? Оқат бар осында? Пока без сразу лагерь. Давай, девушка, садитесь. Здесь везде на зеленую траву выезжать нельзя, поэтому не будем рисковать. У них разрешение спросили. Возле юрт поставим лагерь, и потом, чтобы не готовить ночью, сюда зайдем, поужинаем. Эх, а я так надеялся в юрте сегодня переночевать. Но в палатках тоже хорошо. Ну, холодно, конечно, но в шортах еще. У меня вещи все глубоко в рюкзаке. Пока не достать, сейчас переоденемся, будет нормально. Оперативно вставим лагерь. Все оделись быстро. Холодно, даже в одежде. Fisch getraubert. Ребят, видишь, такие с тентами сверху, а у нас без тента. Летний вариант. Вот и наша пошла быстрая разборная. Смотрите, раз, два, три. В 3 движения. Вон, раз, 3. Во. Я знаю, что это будет ночью, будет ветер, будут палатки так. Ребят, короче, мы вот буквально за 20 минут собрали лагерь. Машины выставили формой Г, чтобы от ветра защититься. Хотели 2 человека, у нас под вопросом было их в юрту определить, но в юртах мест нету. В Кельсу, если вы хотите ехать в юрту, ночевать заранее в интернете, ищите, забивайте, бронируйте. А то у нас пар изо рта выходит. Это Кыргызстан, на минуточку, начало августа. Но в горах температура где-то сейчас, я по ощущениям, наверное, где-то 3-4 градуса. Парни, как вы тут? О, у вас вообще отель 3-звездочный.
Нормально. У вас уже тепло. Что, уже спать легли, да? Все? Не холодно? Парни. Нормально. Ну, сама, ты что? Вставай, пошли, кушать. Готовить. А, ты сразу бронируешь, да? Так, у нас тут тоже все нормально. Постельный, топчаный снизу, у меня коврик, самонадувайка. Подкачаешь, полежит, холод его немножко остудит. Надо будет подкачать и, ну, надеюсь, не замерзнем. Посмотрим. Ну все, расположились в тепле, горячий ужин и потом обратно на улицу. Если вы помните, в прошлогоднем выпуске у нас YouTube про Кельсу, мы на эту юрту, где здесь все находится, у Белобайке, мы обзор делали. Сегодня вечером пришли, гостеприимно нас принимают. У нас сейчас такой ветер, что-то готовить 1,5 часа, ну, конечно, это было бы еще то приключение. А сейчас на все готово, в теплой юрте. Первое, второе, как говорится, доктор прописал. Всем приятного аппетита. На второй у нас бешбармак. Сейчас объедимся. Я ж суп не дал. Шикарно. Так, у кого какие хоромы? У меня все по-простому. У всех ребят нормальненько. Я так скромненько. Самый скромный. Ночью к тебе приду, если замерзну. Сейчас машину изнутри закрою. Нормально. Давайте, всем спокойной ночи, ребята. Напишите в комментах, как машина подготовлена, какие условия в машине хорошие. И вот вопрос в том, что в такую погоду, когда +2, +3 на улице, в палатке спать или вот так в машине спать. Обязательно напишите. Спокойной ночи. До утра. Кадык сегодня первый раз ночует в палатке. Да, там вообще. Ну, балдеж? Ну ты укутался, вообще тебе кайф будет. Нормально. Надеюсь, мы не будем никто храпеть. Кадык, говорит, не должен. Я вроде не храплю. Ну-ка. Я дико извиняюсь. Надо вас Со своей съемкой. запечатлеть, как вы тут устроились, парни. Все нормально? Мощь. Игорь, в городе не знает. Кто первый раз спит в палатке? Я. Ладно. Я тоже. Тоже, да? Да. Ну вы тут кайфово устроились, нормально? Все, Да, вообще. привыкайте. Ну, спокойной ночи, парни. Спасибо. Хороших снов. Давайте, я пошел. Давайте. Спать. О, солнце уже встало, 6 утра. Друзья мои, высота 3400. Сложно как-то что-то двигаться, сразу дыхание перехватывает. Ну вот у нас такое доброе утро в прекрасном юрточном лагере озеро Кельсу. Это вам не Йеллоустоун, а это Кыргызстан. Сейчас ребята проснулись, кто-то прогуляться пошел, кто только просыпается. Сейчас позавтракаем и съездим на озеро и потом уйдем вниз. Я же в прошлом году же эту собаку снимал, помнишь, при заходе в юрту. В этом году, если она меня помнит, мы хотим подружиться, да? Хорошенький, хорошенький. Эта порода тайган называется, кыргызская тайган. Кыргызская гончая. Она очень быстро бегает. Издревле у кочевников, именно у кыргызских пастухов,
был неотъемлемой частью жизни и быта, помощником, так сказать. И вот раз на раз вот эта маленькая, как будто, казалось бы, хрупкая собачка может волка одолеть. И бегает очень быстро, и у них объем легких большой, в горах 3,5-4 тысячи, вообще очень вольготно себя чувствую. Порода такая в одно время началась теряться, но благодаря отдельным энтузиастам порода возрождается. И сейчас, если чистокровный тайган, стоит очень дорого. Какой граф. Ах, да. Ну вот я видел, что они такие, как будто бы, знаешь, барон на охоте с такими. Смотри, он молодой, он покрупнее. Не, он по морде, видишь, молодо выглядит, он покрупнее. Все, давайте, играйтесь вдвоем, не со мной. Что такое? Что происходит? Что такое? Ну он что-то прыгает-то. Телек оставил свой будильник в машине у Мирлана. Я с 6:30 не давал. утра не могу найти, блин. Вот сюда заныкал, вот так. Как будто кто-то украдет. Это второй телефон твой или что было? Да, второй. Второй. Будильник на 6 утра поставил. Вот этот телефон, блин. Да, нормальный будильник қойсың дырылдатпай. Ну что, лагерь собираем и движемся в сторону Кельцу. Сейчас надо немножко подсушить все. Все-таки влажно ночью становится в палатке чуть-чуть в горах. Все, ребята, go завтракать. На завтрак у нас яичница из 2 яиц, смех и хорошее настроение. Мне сейчас, как и в Якутии, очень хочется понимать, о чем парни смеются, о чем разговаривают. Но даже их смех заряжает. Много бербили. Прогуливали они. Да, Игорь, ты зря не пошел с нами, там такие эти были. Да я не дошел. Цветы там вообще. Это вы дураки. Игорь вот с дроном туда полетел и вернулся. И вернулся. А я вот это цветы заснял там. Наснял? Сезімдерің айтып қойсаңыз, как ощущение? Отлично. Немножко зим-зим. Все, впереди 2 самых глубоких брода. How are you? Spain? No? Italy? Buongiorno! Одни импортные люди в этих краях. Все радостные, счастливые, все пешком идут, кто-то на лошадях. Вчера мы хотели на лошади пойти, лошади закончились.
мына жерде го жол. Жок, бар, үйдө там тоже дорога есть, просто сейчас потом, чтоб нас этот... Жақтан жол көзі шақмай кетті. Ол көзі мына қасылайды. кішкене оғыл полкруг қылсам. Гастан. Түз айдансын. Оңго. Тілек білесің бе? 3400. Where from? Canada. Canada? That's good. Смотри, какая рыжая красотка, да? Самолет курдак будем жарить. Арбуз, дыня. Ноги болят. Ты не подумал, что у меня камера там снаружи? Они дорогу знают. Он послал нам ангела, чтобы она нас охраняла здесь на сложной дороге. Это может быть тоже знак. Понимаете? Я врезался в траву. Сейчас идем искать дрон. Где-то вот тут, в холм в этот, облетал. Фух, где-то здесь должен быть. По карте. Есть? О, ну, слава богу. Слава Бакыту. Спасибо. Малыша потеряли. Фух. Как тяжело подниматься-то здесь, в горах. Да. Для меня всегда это потеря дрона волнительное дело, потенциальная потеря. И я на самом деле его первый раз в жизни теряю. До этого, до этого были рисковые моменты, но все проходило успешно. А сейчас вот у него датчики не сработали.
Друзья мои, вы только что были свидетелями съемок с дрона, как мы заехали на озеро. Это у меня уже третье восхождение на это озеро. Машина справилась стопудово. Провели стандартную машину с низкой высотой, тоже нормально. Смотри, какая красота. Людей много, очень много иностранцев. Но в этом году что радует, что очень много земляков с Кыргызстана тоже, которые путешествуют. Добро пожаловать в Кельсу. Так, мы на Кельсу уже готовимся сейчас дать сольный концерт. Первый сольный концерт Кыдыка Шакитова. I wanna take you somewhere, so no I can, but it's so cold, and I don't know where. I brought Yeah. pretty Nice. things, but they Okay, nice. It's good. Живой поет, конечно, под минус. wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been yours. Ребята, вот мы в Кельсу, в Бишкеке я живу в жилкомплексе. Оказывается, мой сосед давно подписан, смотрит видосы. Ну, круто, здесь на такой локации встретились. А так 8 и 7 дом рядышком живем. Постоянно говорит, машина, от души. Спасибо, что смотрите, поддерживаете. Ребят, если вы узнали, подходите смело, я человек простой. Со всеми поздороваюсь, со всеми сфоткаюсь. Тем временем наш концерт набирает обороты. Abre tus ojos, mírate arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la Madrid. Ребята, первый раз в Кельсу. И по принципу, как же не искупаться первый раз. Ильяс, ташла у нас, ташла. Только что мы тут подошли, начинаем купаться. Один дрон об эту скалину упал, и вон он лежит. Кто-то чей-то дрон. Наш-то сегодня тоже упал, но наш в траву врезался. Дружище! Вот он здесь лежит. Приехать на озеро Кельсу и не искупаться, это, конечно же, неправильно. Воду я еще не трогал специально. Ребята молчать не рассказывают. Как в проруби, реально. Че, как водичка, Игорь? Нормально? Что ты походу... Якутия с ее прорубными купаниями. Походу я тоже Мне пойду. кажется, здесь она ощущается еще холоднее, чем зимой, на самом деле. Такая разница температур получается.
что, один я что ли остался не купанный? Давай, на, держи. Вот это кайф, вот этого не хватало сегодня. Фу. Я в такой ледяной воде давно не купался. Кадык, ты как? Как ощущения? Ты когда купался? Впервые? В такой холодной воде, да. Жгет, чувствуешь, печет прям кожу, ну. Самат, ты как? Живой? Живой? Живой. Я вообще голодный. Ильяс, я так понимаю, привычный к этому делу, да? Еще пойдешь купаться? Конечно. Хочется. Лавку не взял, главное, чтобы трусы не спали. Все? Без матов, пожалуйста. Хотел не сказать, что холодная вода. Чуть трусу не потерял. Ощущение, конечно, прям... А? Все классно. Пойдем с австралийцем поздороваемся. Where from? Австралия. Oh, cool. Australia? Yo. Really cool. I've never met Мечта, как это? man from Australia before. Nice to meet you. From Yakutia. Якута? You know where is it? No, where? The most frozen place in the world. Russia, Yakutia. Мечта как? По-английски мечта. Dream. My dream is in my car in Australian overland traveling. My dream. It's good. You should do it. Как раз начался дождь, и мы стартанули. Az mən maşına gəlsəm 3000 gəlib. С нами Сэм from Australia. What's good, guys? I'm Sam from Australia. 18, traveling Kyrgyzstan. It's beautiful. I'm loving it. Thank you very much. Все, возвращаемся в лагерь. Майло, Майло. How are you guys? Страшно. Scary. Scary. Люди, которые постоянно ездят, даже вот путешественники большие, они вот куда-то приезжают, у них есть одно место, это место силы называется, они туда приезжают и восстанавливаются. Потому что путешествовать это тоже много сил, много ресурсов уходит. У каждого человека есть, должно быть место силы. Допустим, место силы это семья. Всем привет и... вы же с нашего лагеря. Да? Любуемся вашей красотой неимоверной. Нравится красоту лучше. А мы ночью же не шумели. А мы же там, мы там шумели. Да. Это другие были. У нас полные. Конечно, конечно. Мы с Сэмом сейчас едем на этих машинах. Let's go, Сэм. Let's go. Bye bye big cars. С девчонками, с ребятами, с туристами. Поместимся, нет? Мы уже 2 человек забрали. Все. Ребята, откуда? Это Сэм и... Я с России, с Якутии. Сэм с Австралии. Из Казахстана. Кто speak English? You can speak English. И все. English only. English so little, что лучше это не начинать. You can... Вы в Якутии жили? Не, 7 лет живу. Я с Питера переехал туда
жил в Питере, потом в Якутии, сейчас живу 7 лет. Однажды я была там. Да? У нас были соревнования в Якутске. Здорово. Соревнования почему? Легкая атлетика. Как? Дитя Азии. А, легкая атлетика. Дети Азии будет? Да, А, да. Я на них участвовала. Класс. Очень давно, правда, но... Так, держимся, да? А вы как первый раз сели, девчонки? Первый раз мы? Вы сюда ехали на этой машине? Нет, на другой. Там А, тоже страшно. так мы с вами вместе экстрим сегодня испытываем, да? I'm an English teacher. Oh. In St. Petersburg. Oh, me from St. Petersburg too. Смотрите, какой сейчас. Шикарно. Сейчас к нам лагерь это все придет. Сэм испытывает экстрим. New feelings. Было в тему, да? Самое удачное место выбрал. Вот так вот туристы добираются до Кильсу. Сейчас флаг развернем. Снимает на камеру нас оттуда. Не знаю. Все, Ой-ой. почти приехали. Это чья? Кого улетел? Машина стоит, я все еще еду куда-то. Да? Все отлично. Спасибо вам, девчонки, за компанию. Да. Приезжайте в Кыргызстан, здесь супер. Все условия для туристов, очень красиво, колоритно, природа невероятная. Воздух потрясающий. Да, мы из Компания Казахстана. потрясающая. Мы из Казахстана. Все, приезжайте. И смотрите обязательно этот канал. Да. Супер. Спасибо вам, девчонки. Очень приятно было познакомиться. Чао. Сэм? Let's go. To our camp. Все, лагерь собираем. Быстренько. Дождь надвигается. Маркизу растянули. Гром гремит, молнии сверкают. Готовим обед быстренько. Молча смотрим только. Среднее, что со супом и жаркой. Пяс у кого пяс? Как Мирлан готовит. Насыпали все возможные перцы, приправы. Бохтон гүл жасайды да, короче. Ну, Бишкекте жасайды да? Бишкекте запусқа қойып қойды да? Понятно, не такой, это все. Ты красавчик, самое сложное на себя взял. Самое нелюбимое дело поваров — чистить картошку. О, закрепите, закрепите. Ветер сильный вообще. Погода, конечно. деген бізкеде Уаха екен ең кішінекей көзім баласы ошол. Предпоследний. Little sister. Little sister. Husband. Husband, little sister. This singer. Singer. I'm very good singer. We, our company, this шанс 1 на миллион, что мы сегодня могли. One chance by million that we will meet together in here. Yeah, 100%. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей. Туму, 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 туман.
모두 끝 사라질 동안 밤의 나중들 Still can let me down. Wow. Gentlemen, I want to say thank you for having me. It's been an honor. I appreciate it. Игорь, сейчас тебя не останется, брат. Игорь. Сейчас я иду к вам, парни. Прекрасно посидели и после себя, вот как вы видите, ни одной капельки мусора не оставили, все соринки, все полинки. Более того, мы чужой немножко мусор собрали. Я не устаю напоминать вам, что всегда после вашего лагеря должна оставаться вот такая идеальная чистота. Nice to meet you, Sam. Okay, enjoy, bro. Enjoy. 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 See you later, maybe. See you in the next Yeah. live. Do you have WhatsApp? Встретили шакала на дороге. Там внизу возле речки место нашли, но приезжие к нам машины сказали, что там наверху красиво. Здесь, оказывается, фильм снимали про нашего подъезжаш эпоса. И мы тут сюда поперли. Сейчас теперь у нас дилемма. Воды нет у нас. А тут нигде воды мы не видим. Туда ехать смысла не видим, дорога там кончается. Поэтому решение принимаем сейчас обратно туда вниз ехать, возле речки. Но места тут нереально живописные. Мне так хотелось тут заночевать. Мы когда ехали, просто сейчас дорога, у меня шок был просто. Визуальный экстаз, можно сказать. Очень хочется здесь, конечно, заночевать. Но вода — это очень важный ресурс, без которого нам не выжить сегодняшний вечер. Поэтому, смотрите. Это просто... Ну, дорогу видели. Садимся, да. Да, какая красота. На машине залезть. Наверх? Давай. Вперед. На изике. Пошли туда. Машину оставили. На чили, на расслабоне. Вот это. Ой-ой-ой-ой-ой. Мирлан, что ты со мной творишь, а? Что ты со мной творишь, говорю. Так кто-то мне дал кофточку, я стою, я тут уже творю. Смотри, горы какие красивые. Мирлан сразу взялся за мясо сходу. Все оставшиеся овощи потушим с мясом. Будет вкуснющее рагу.
У нас сегодня и на обед, и на ужин одно и то же блюдо будет. Потому что на такое количество людей лень что-то изобретать, что-то готовить. А так сейчас кастрюлю зарядили, и все, можем своими делами заниматься. Через час будем кушать. Все, гамак развесил. Кадык его испытывает. Как тебе, Кадык? Классно. Ну, вообще. Я впервые, да, в гамаке. Впервые тем более. Вот мы сейчас с ним решаем. Я, наверное, ему уступлю ночь, если он не замерзнет. У нас палатка на двоих, но я могу в палатке. Не замерзну? Нормально. Ну, можешь замерзнуть, да. Но я тебе постараюсь постелить там, чтобы... И вот чем прикольный гамак, что вот так с таким видом лежишь, на горы смотришь. Фух. Конечно, держит, он двоих держит нормально. Лек, мына екі ачуны вах-вах қылып тастағының. Шопырын құйып береміз biraz, да? Сейчас сделаем вах-вах. У нас тут шоу перца туда. О. Жо, лимон емес, наватқан. Чай с чабрецом, перед сном. Если таза сосочь. Кадык все-таки передумал спать в гамаке. Так что сегодня это мое место ночлега. Надеюсь, я не замерзну. Сейчас застелюсь, чем смогу. Собаки там лают весь вечер. Надеюсь, ночью перестанут. Видимо, нас чувствуют. Фух, запыхался идти сюда. Но ребята там внизу не видно. Надеюсь, ночка сегодня будет не такая холодная, как было вчера. Фух. Все, отлично устроился. Воздух свежайший. Звездное небо. Это такой кайф. Вроде не холодно. Час ночи. Мне кажется, холоднее уже не будет.